Это слово стало словом монстром, которым кто-то пугает, кто-то запугивает, кто-то манипулирует. Что означает это слово? Тогда Омар спросил у этого человека, который назывался мусульманином: это так? Он сказал: да. Ну, подождите. И Омар пошел к себе домой, взял меч, вышел и тут же казнил этого человека. И сказал: если говорить про действительность российско-украинской войны, то и в России есть, и в Украине есть. Везде они есть. Назовите мне хоть одну страну, включая даже все мусульманские сегодня, которые бы не подходили под это понятие в контексте российско-украинской войны, то самым большим является Путин сегодня. Это рашистская идеология. Господь руководит Россией, он так заявляет. Который и в оккультизме уже замешан, и которому жертвы приносили. Участвуют там харам. Это есть неправильная постановка. Это есть дьяволская уловка. Это есть сатанинская неправильная аналогия. У меня обращение ко всем. Перестаньте разбрасываться этим словом монстром. Перестаньте пугать и отпугивать людей. О верующие, Всевышний Аллах в контексте посланнической миссии каждого пророка, мир им всем, говорит: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. Мы отправили каждой общине посланника. Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута. Тагута. Среди них есть такие, которых Аллах наставил на прямой путь, и такие, которым было справедливо предначертано заблуждение. Ступайте же по земле и посмотрите, каким был конец неверующих. Также Всевышний Аллах говорит в контексте свободы вероисповедания и неприемлемости принуждения в вопросах религии, в вопросах веры. Он говорит: «Ля икраха фиддин, кад табайяна рушту миналь гай». Нет принуждения в религии, прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах слышащий, знающий. И далее Аллах говорит в той же самой суре, в следующем аяте: Аллах покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету, а покровителями и помощниками неверующих являются тагуты, которые выводят их из света к мракам. Они являются обитателями огня и пребудут там вечно. Аллах также говорит: «Алям тара иля лазина уту насиба миналь китаби, ю'минуна биль джибти ват тагут». Разве ты не видел тех, кому дана часть Писания? Они веруют в джибта и тагута и говорят ради неверующих: эти следуют более верным путем, чем верующие. Итак, также Аллах в этой суре говорит в контексте споров, конфликтов и судебных разбирательств: «Я ягулазина аману, ати'у Аллаха ва ати'у расуль ва улил амри минкум». О те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете припираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению или по исходу, или по вознаграждению. И далее Аллах говорит в следующем аяте: «Алям тара иля лазина яз'умуна аннахум аману бима унзила илейка ва ма унзила мин каблика юридуна ан ятахакаму иля тагут ва кад умиру ан якфуру бих». Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту, хотя им приказано не веровать в него? Дьявол желает ввести их в глубокое заблуждение. Итак, как вы уже догадались, дорогие верующие, сегодня я хотел бы поднять очень злободневную тему. Тему тагута. Это слово стало словом монстром, которым
кто-то пугает, кто-то запугивает, кто-то манипулирует, я бы даже так сказал. Что же оно означает? Что означает это слово? Слово тагут означает мубаляга, сифату мубаляга. Превосходная степень, если говорить русским языком. Преувеличение. Тя лиль мубаляга, для преувеличения. От глагола тага. Что значит тага? Инна лямма тагаль мау хамальнакум филь джари, Аллах говорит. Поистине, когда вода вышла за пределы, то есть потоп был, мы понесли вас на корабле, на судне. Имеется в виду история Ноя, Нуха, алейхиссалям. Выход за пределы, выход чего-либо за установленные рамки. Или Аллах говорит про Фирауна, «Изаб иля Фирауна иннаху тага». Виля Мусе, иди к фараону, поистине он тага. Приступил в законы, ослушался. Глубокая этимология также говорит о том, что это несправедливость, зулм. Ну, естественно, самым великим зулмом является ширк. Примечательно, что сабаб нузуль, последнего аята, который я процитировал, да? Вот те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику, обладающим верующим средством. До этого аята. Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в неспосланное тебе и в неспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту? Сабаб нузуль. Что говорит Аль-Багауи в своем тафсире? قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس от Ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах. Этот аят был ниспослан относительно человека из числа лицемеров. Человек утверждал, что он мусульманин, на самом деле был лицемером. Таких было очень много. Есть, и таких будет очень много, вплоть до судного дня. Которого звали Бишр. У него возник спор между ним и неким иудеем. Иудей сказал человеку, который считал себя мусульманином, называл себя мусульманином, которого знали как мусульманина люди: давай пойдем с этим вопросом, с этим конфликтом к пророку Мухаммаду. Потому что он знал, что пророк Мухаммад хотя был неверующим, иудей, что он справедливый, что он не берет взяток. Кал аль-мунафик. Но мунафик сказал: нет, давай пойдем к Ка'бу ибн Ашрафу. Давай пойдем, нет, к вашему лидеру, Ка'бу ибн Ашрафу. Мусульман, который называет себя мусульманом, говорит: давай пойдем к иудею. Иудей отказался и настоял на том, чтобы они пошли к посланнику Аллаха. И вот они пришли к посланнику Аллаха. И посланник Аллаха вынес решение в пользу этого иудея. Вынес решение в пользу него. Но этот так называемый мусульманин, то есть ему это не понравилось. И как часто это бывает в современное время, субханаллах. Когда приходят братья на суд, ты их судишь, им потом не нравится, они говорят: пойдем к другому судье. И он сказал: нет, пойдем к Умару. Пойдем к Умару, ради Аллаху. Он пусть нас рассудит. Сказал: хорошо, пойдем к Умару. Вот они пришли к Умару и объяснили ситуацию. Иудей говорит: я поспорил с этим человеком, и вот мы пошли к пророку. Пророк присудил мне в пользу меня. Тогда Умар спросил, факаля Умар, спросил у этого человека, то есть у этого мусульманина, который назывался мусульманином: а кезалик, это так? Каля на'ам, он сказал: да. Сказал: подождите. И Умар пошел к себе домой, взял меч, вышел и тут же казнил этого человека. И сказал:
«Хакада акди бейна ман лам ярда би кадаи Аллах ва кадаи расулихи». Вот так я решаю вопросы, я так рассужу с тем, кто не согласился с судейством Аллаха и судейством его посланника. И тогда Джибриль сказал: «Инна Умара, поистине Умар разделил между истиной и ложью». И поэтому он был назван Аль-Фарук, тот, кто разделяет. В этой же суре Всевышний в контексте силового военного сопротивления, противостояния верующих и неверующих говорит: «Малакум ла тукатилуна фи сабилилля валь мустадафина минар риджали валь нисаи валь вильдан» и так далее. Отчего вам не сражаться на пути Аллаха и ради слабых мужчин, женщин и детей, которые говорят: «Господь наш, выведи нас из этого города, жители которые являются беззаконниками. Назначь нам от себя покровителя, назначь нам от себя помощника». Те, которые уверовали, сражаются на пути Аллаха, а те, которые не уверовали, сражаются на пути Тагута. Посему сражайтесь с помощниками дьявола. Воистину козни дьявола слабы. Мы привели ровно половину аятов, где упоминается слово Тагут. То есть всего 8 аятов, где упоминается слово Тагут. Мы привели 4. Кто хочет углубиться, может, но этого достаточно. Кто хочет углубиться, может и оставшиеся 4 найти. Мы уже упомянули, что значит слово «тагут» в языковом значении. Итак, сколько есть смыслов у этого слова? Что оно означает с точки зрения ислама? Этим словом сегодня разбрасываются мусульмане направо-налево. Имам ан-Навави что говорит по этому поводу? قال الليث وأبو عبيدة والكسائي وجماهير أهل اللغة. أهل اللغة мы уже прошли. الطاغوت كل ما عبد من دون الله تعالى. Все, чему поклоняется помимо Аллаха, является тагутом. Мухаммад Аль-Амин Аш-Шинкити, муфассир, известнейший муфассир, современник, Адва'уль Баян. Что он говорит? والتحقيق أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. Тахкик, анализ, показывает то, что тагутом является все, что поклоняется помимо Аллаха. والحظ الأكبر من ذلك للشيطان. Большая доля в этом вопросе достается сатане и Иблису. Ибн Атия сказал: قال بعض العلماء. Некоторые ученые сказали: كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. Все, что кому поклоняется помимо Аллаха, это есть тагут. وهذه تسمية صحيحة في كل معبود يرضى ذلك. И это название справедливо в отношениях тех, кому поклоняется и кто довольствуется этим. Кафираун ва Намруд, фараон, Намруд и так далее. Что же касается тех, кто не довольствуется этим, Узейр, например, или Аиса, алейхиссалям, Иисус, то, естественно, они не являются тагутом. Им поклоняются, но они, естественно, Иса был пророком, он ля ярда биталь, он не может быть тагутом. Это имеется в виду. Имам Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах, что сказал? Он расширил этот список. Фи а'лям аль-муаккаин, он сказал: ат-тагут. Тагут — это есть куллама таджаваза аль-абду бихи хаддаху. Все, что раб Аллаха, человек, вышел за его пределы, мин ма'будин, в объекте поклонения, в предмете поклонения, ау матбу'ин, или в следовании кому-либо, ау мута'ин, или в послушании кому-либо. Но здесь между строчек понимается фи ма'сиятилля, в послушании Аллаху. Как это подчеркивается другими учеными в толковании к этим словам. Ну, это и понятно и далее из контекста. Фатагут, тагут, кулла каумин ман ятахакамуна илей. Тагутом является любой народ, любые люди, которые идут на суд к нему. Гайр Аллах, помимо Аллаха и его посланника. Или поклоняется кому-либо, чему-либо помимо Аллаха. Или следует аля гайри басирати мин Аллах, то есть не следуя по пути Аллаха.
на то, что указал Аллах. «Ау юта'унаху фима ла я'ламуна иннаху та'атун лилля». Или же послушаются кому-либо в том, что является на самом деле послушанием Аллаху. «Ау фахадихи тавагитул алям». Ибн Аль-Каим говорит, и это есть тавагиты, тагуты всего мира. Таким образом, дорогие братья, обобщая все вышесказанное, то есть можно сказать, что тагутов очень много. Более поздние ученые что говорят? Вот тавагиту кафира. Тагутов очень много. Варуусухум хамса. Их основные есть 5 видов, 5 голов. 5 основных видов тагутов. Иблис, сатана. Ла'анахуллах. Ваман убида вахуа радин. Тот, кому поклоняется помимо Аллаха, и он довольствуется этим. Ваман да'ан наса иля ибадати нафсихи. Тот, кто призывает, чтобы ему поклонялись помимо Аллаха. وَمَنِ ادَّعَى شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ. Тот, кто утверждает, что знает что-либо сокровенное. 4. وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. И тот, кто судит, обращается за судейством, потому что не ниспослан Аллах. Вот 5 основных видов. Поистине в день джума есть такой момент, когда Всевышний Аллах слышит наши мольбы. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы мы застали этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем. Лишь Его молим о помощи и прощении. Лишь на Него мы уповаем. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. А кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. И я свидетельствую, что нет Бога, достойного поклонения, кроме одного единственного Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Итак, дорогие братья, как я уже упомянул, мы привели половину аятов, где упоминается слово тагут. Мы разобрали, что означает это слово тагут, которым сегодня разбрасываются направо и налево мусульмане, особо не понимая, что это даже означает. С точки зрения религии и с точки зрения языка. И мы упомянули обобщение, что есть 5 основных видов тагута. Но что еще говорят более поздние современные ученые про слово тагут? Фи шарх ат-тафсили, в детальном разъяснении к слову тагут, к понятию тагут. Тавагит кафира, тагутов много. Ма яхсулу бихи тугьян кафира, то, последствием чего приходит к тагутизму, к тугьяну, очень много. Валейсат науан вахидан, и не является они одним видом. Вот тагут ютлаку аля кулли муджауизин лишара. Тагутом называют все, что выходит за рамки исламского права. Все, что выходит за рамки исламского права, есть тагут. Даже если этот выход за рамки не будет куфром. Но будет чем? Будет, то есть тагутизм, он лейса аля дараджа вахида, это не одна степень. То есть это может быть и ширк, куфр, это может быть и бида. Это тоже, все, что вышло за рамки шариата, тоже называется словом тагут. Минху махуа ма'сия, минху махуа бида, то, что является ослушанием, то, что является бидай, новшеством и так далее. Фама яхсулу бихи тугьян аля дараджат. Все, что приводит к тагутизму, аля дараджат, имеет степени. С теорией все, в принципе, должно
быть понятно. В принципе, в теории всегда все понятно. Самые основные проблемы у нас, у мусульман, начинаются когда? Начинается в практике. Начинается в неправильных аналогиях. Кстати, первый, кто привел неправильную аналогию, сделал кияс биль-фарих, это был сатана, иблис. Когда он сказал, отказался пасть ниц в знак уважения, почтения и приветствия Адаму, алейхиссалям. Маляика, ангелы это сделали, а он отказал, сказал: ты создал меня из огня, имея в виду, что огонь лучше, а глина хуже. На самом деле глина лучше, чем огонь. Глина, она созидает, она дает жизнь, а огонь сжигает. Первый, кто неправильно сделал аналогию, есть сатана. Если же говорить о практике, теорию мы прошли, то тагутов полно во всем мире. Если говорить про нашу действительность, про действительность российско-украинской войны, то и в России тагуты есть, и в Украине есть тагуты. Везде они есть. Более того, я поставлю такой вопрос. Учитывая все, что я сказал из теории сейчас, назовите мне хоть одну страну, включая даже все мусульманские сегодня, которые бы не подходили под это понятие тагутов, в которой нет тагутов. Назовите мне хотя бы одну страну сегодня. Но если говорить, дорогие братья, о самом, что ни на есть, тагуте, в квадрате, в кубе, четвертой степени, более того, в пятой степени, мы сказали, 5 видов тагута есть сегодня, да? В контексте российско-украинской войны, то самым большим тагутом является Путин сегодня. Это должно быть очевидно. Это рашистская идеология. Это человек, который возомнил себя, не знаю кем, который утверждает, что Россией руководит чуть ли не Бог. Господь руководит Россией, он так заявляет. Это же очевидно. Самое невероятное, дорогие верующие, во всем этом, что этого тагута Путина в 5 степени оправдывают так называемый муфтий, так называемый имамы на России. Что же касается мусульман Украины, дорогие верующие, особенно это касается крымских татар, особенно это касается коренных мусульман. Здесь, то постановка вопроса, если мы говорим про российско-украинскую войну, они воюют за тагута, участвуют там харам и тому. Это есть неправильная постановка. Это есть дьявольская уловка. Это есть сатанинская неправильная аналогия. Они воюют, коренные мусульмане, те, кто решил воевать, они воюют здесь, защищают себя, защищают свою землю, чтобы свободно жить на своей земле. Это совершенно другой вопрос. Это должно быть понятно сегодня уже самому необразованному человеку в религии. Оно должно быть очевидно. А вот то, что они воюют против тагута, фараона 21 века, тагута в 5 степени, как я уже сказал, который и в оккультизме уже замешан, и которому жертвы приносили. И так. В сети много чего прочитаете, если копнете. То в этом нет никаких сомнений. Поэтому, о верующие, у меня обращение ко всем, кто нас сейчас здесь сидит, слышит, и кто нас услышит потом. Перестаньте разбрасываться этим словом монстром. Перестаньте пугать и отпугивать людей в участии мусульман в этой войне. Если человек сделал выбор, хочет участвовать, и у него есть шариатские обоснования своему намерению, которых, быть может, очень много, и мы упоминали уже об этом. Не надо этого делать. Особенно это касается наших братьев-кавказцев. Особенно после того, как Украина признала Ичкерию оккупированной территорией. Особенно, когда Украина готова помогать
ичкеристам освобождать свою территорию. Она готова помогать. Освобождать свои родные земли. Особенно, когда есть историческая возможность сломать хребет этому тагуту в 5-й степени. Путину и рашистскому режиму. Угнетающему мусульман веками, столетиями. Угнетающему сейчас. Угнетающему во всем мире. Я уверен, что те, кто углубится в данный вопрос, в теории, в практике перестанет это делать. Если же не перестанет этого делать, то пусть боится кары Всевышнего. Пусть боится оказаться в числе тех же самых тагутов, мнению которых последует во слушание Аллаху, как это сказал имам Ибн аль-Кайим, рахимахуллах. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он всегда держал нас на истинном, правильном пути, чтобы мы всегда говорили слово правды и истины. И я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он принял наши мольбы в этот благословенный день. Ва инни да'ин фа амин.